Жизнь наша из двух полос состоит. Говорят, белые и черные. Но у меня две белых. Вот работа – это одна полоса. Лес – вторая полоса. Вот они друг друга дополняют. То есть и там, что я теряю, здесь приобретаю. Что я здесь теряю, приобретаю там. Что мне не хватает моей что там полной теряете? жизни. В школе, в смысле? Ну, в каком-то смысле, может быть, немножко нервишки туда-сюда. А здесь тишина, хорошо. Иногда даже, ходишь так сам с собой, так разговариваешь. Иногда даже и какие-то стихи там приходят в голову. Родился он практически в лесу, когда мать с отцом пошли за грибами. Это случилось 2 сентября 1959-го. Теперь Михаил Гурин в шутку себя называет лешим, ведь сюда он ходит почти так же, как на работу. По грибы, по ягоды, погулять, а еще поделиться с детьми секретами природы. Ведь он настоящий сельский учитель. Всю жизнь живет в поселке Суховерково. Это в 40 километрах от Твери. Здесь Михаил Михайлович учился, тут и пригодился. После армии пришел в школу вести уроки по военной подготовке, а потом по ОБЖ и физкультуре. Закончив университет, стал историком. С июня 2010-го назначили директором родной школы. В этом году у нас спортивный городочек вот такой, мини-футбольная площадочка у нас. Сейчас вот планируем мы подровнять ее. Вот здесь песочек мы навозили, потихонечку подровняли, но маловато. То есть, приводят родители, все по просьбе, то есть бесплатно, все. Мои бывшие ученики, поэтому здесь вот такие проблемы. Дальше сейчас планирую, тоже связался со своими бывшими учениками, потому что у меня там разные есть выпускники, и кто побогаче, и кто там победнее и так далее. Ну, они сказали, Михаил говорит, поможем. Я говорю, мне нужна сетка рабица. Это мой младший подрастающий, то есть 5, 6, 7 класс, девочки мои. В том году мы первый раз поехали с ними. Конечно, перепугались, страшно, много чего не получалось. Но в этом году, я думаю, уже что-то у нас и получится. Здравствуйте. Вот это наша младшая группа, которая на замену старше. Старшая у меня добралась до 3-го места по баскетболу в районе и 2-е место по волейболу. Школу в Суховеркове открыли в 1961-м. Из старого здесь символы пионерии, из нового цветы в вазонах и гордое «добро пожаловать» над входом. Понятно сразу, что директор физкультурника, у вас как тут же? теннисный стол. Обязательно, обязательно. Девочки, мальчики у нас на каждом этаже по столу. Это вы придумали? Обязательно, да, на То есть переменах. это, чтобы не бегали там? Не, бегать тоже как таковой, но чтобы приятно, с полезным. И глядишь, там в ноябре у нас соревнования, кстати, мы тоже, несмотря на то, что мы маленькая школа, у меня есть, значит, по настольному теннису 2-е место есть и несколько 4-х. В школе просторные коридоры, намытые полы и свежий запах краски. С чего начинается Родина? Со школьного звонка, да, вот, пожалуйста. Начинаем мы 8:30. Первый звонок у нас остается 20 минут. То есть 20 минут пришли, по классам разошлись, классные руководители посмотрели, кто, чего, как, домашнее задание проверили. И потом мы закрываем школу 8:30, все. Уже у нас никто без спецразрешения сюда не войдет. 3 первоклассника. 5 и 6 объединены, как и 7 с 8, а 10 класс с 11. 9 вовсе пока нет. Что и говорить, малокомплектная школа, 41 ученик. А в самом начале было куда плотнее. В этот поселок торфяников приезжали из соседних поселений, ведь здание было рассчитано на 760 учащихся. Впрочем, директор-историк позаботился и о прошлом школы. Вот здесь, пожалуйста, проходите, у нас музей наших выпускников. Вот наш герой Советского Союза Логинов Сергей Дмитриевич, который жил у нас в поселке здесь. Сейчас на том доме, где он жил, табличку сделали. Жил здесь. Был, да, до последнего дня. У него квартира здесь была, все. Постоянный гость у нас здесь был. Мы его приглашали. Любил приходить. Как истинный физрук, он позаботился, чтобы в спортзале можно было заниматься баскетболом даже после ремонта, после поднятия полов. Сам установил щит с корзиной. Все помогают, чем могут. Многое делают своими руками после уроков. Например, эти люстры из дерева. То была экзаменационная работа сына Михаила Михайловича. Местные говорят, Суховерково теперь разве что и держится на школе. Благодаря Михаилу Михайловичу она стала центром общения. Проводят праздники, играют, встречаются, что-то ремонтируют. Родители, школьники, бывшие ученики, жители поселка. Каждое лето думаю, ну все, сейчас весной доработаю, уйду в леса, и сюда я не ногой. Начинается конец, где-то середина августа. Елки-палки, ребятишки, как они там, чего там они, господи. Начинает свербить. Еще поработаю. Я ж на пенсии уже. А еще. И каждый год вот такая повторяется. Это жизнь, наверное. В 1998 году я закончила эту школу. Я не знала, кем буду, но задумалась о том, куда буду поступать, куда пойду.
Это репортаж из новостей на Тверском проспекте, вышедший в эфир в марте 2003-го. Тогда в городском конкурсе «Учитель года» участвовала Ксения Ёлкина, учительница английского. Она заинтересовала тележурналистов редакции, и они решились на эксперимент, как в «Ералаше». Я чувствовал это любопытство. Это были пронизывающие глаза. Это была очень одаренная девочка. Сделали сюжет на английском, а затем его синхронно перевели. Никто не прогадал. Сюжет потом отметили на премии ТЭФИ «Регион», а Ксения стала таки победительницей в городе, а затем еще вошла в тройку лучших педагогов губернии. Много изменилось в жизни, но, несмотря на это, впечатления от конкурса остались практически те же. Это очень хороший старт для молодых учителей. Я все-таки в первую очередь считаю, что это конкурс именно для молодых учителей, начинающих. Это вот такой вход, такое появление в сообществе профессиональном. И, конечно же, это ступенька по саморазвитию. Really, money is Деньги – это important, важно, но не but так maybe важно, not как so уверенность important в себе. as, self-confidence. My Мое desire желание is teaching, учить, and I и я don't не care for беспокоюсь money. о деньгах. Победа на конкурсе принесла учителю английского успех не только в финансах, она получила премии, но и повышение категорий и признание профессионалов. Ксения Ивановна стала консультировать уже других учителей. Программ масса по нашему предмету, очень много интерактивных, но опять же, насколько они действенны, насколько они нужны, или, может быть, мел и тряпка все-таки лучше, вот это вот каждый решал для себя сам и отбирал те задания, которые лучше были именно в цифровом формате. В 2003 году она разработала авторскую программу по культуроведению зарубежных стран на английском языке. Этот курс успешно опробирован в ее 12-й школе. Желание придумывать новое, преподавать иначе у Ксении появилось сразу же, как поступила в вуз. Тогда она пошла работать в детский сад. Тогда я написала впервые свою авторскую программу, и мне как-то это очень понравилось. Со второго курса я уже пришла работать в 12-ю школу, и я тогда еще не могу сказать, что я точно знала, я выйду из университета и буду учителем. У меня очень большой был выбор, много было профессий передо мной. Но дети – это, наверное, такое уникальное существо, такие уникальные маленькие и умнейшие люди, с которыми хочется работать, от которых ты всегда, в отличие от бумаг, например, с которыми ты работаешь, чувствуешь отдачу, чувствуешь, как они меняются под твоим воздействием, в лучшую сторону, я надеюсь. Английский преподает по коммуникативным технологиям. Самое главное – это разговор. Никакой диалог без круглого стола, естественно, вы знаете, нигде не пойдет. Соответственно, и здесь потребовалось выстроить круглый стол, создать атмосферу такую английскую, да, с видами на Лондон, с видами на английский завтрак, запахом, ароматом лондонского чая, там какой-нибудь English breakfast. Ну, естественно, хочется, чтобы дети чувствовали, входя в кабинет, чувствовали, что они попадают в другой мир, в другую культуру, в другое общество. Символы Лондона, сувениры, книги на английском, как вот это уникальное издание про Шерлока Холмса, все привезла из Великобритании, куда не раз ездила сама и вместе с учениками на лингвистические стажировки. А благодаря интерактивной доске появились неограниченные возможности, на ней даже можно обучающие фильмы смотреть. И учителю приходится время от времени тоже учиться, как использовать компьютерные технологии. Я, естественно, в этом ничего не понимала, сейчас я уже даю мастер-классы. Вот сейчас я надеюсь, что у меня будет возможность обучиться работать на мультимедийном лингофонном кабинете, ну, если все сложится удачно. Естественно, эти все ноутбуки, программы, утилиты и так далее, то есть это те слова, которые уже вошли в лексикон и никуда не исчезнут, с этим приходится считаться и работать. В этих вопросах учителю теперь часто на помощь приходят дети, которые с компьютером на «ты». Ксения Ёлкина ведет уроки у средних и старших школьников, еще классный руководитель. В 12-й школе с 1986 года реализуется программа углубленного изучения не только английского, но и немецкого, французского языков, а также других гуманитарных наук и предметов естествонаучного направления. В 2000 году 12-я стала школой года в России, а в 2006 заняла первое место в Тверской области в рамках приоритетного нацпроекта образования. Верхневолжье всегда ценило педагогов и восхваляло их. Недаром первый в истории страны памятник учителю был установлен в Тверском крае, в городе Торопце, в 1974 году по инициативе выпускников первой школы. А 2 сентября 2010 года одну из улиц в Твери в микрорайоне Мамулино назвали в честь почетного гражданина города, героя Советского Союза, летчицы и педагога Марии Смирновой.